Экстренное включение. Короче, Полюху прооперировали буквально за 1,5 часа. И уже сказали, забирайте. Ничего пока не понимаю, что происходит. Просто, короче, позже все расскажу. Сейчас я в таком состоянии, что мне Поля пару часов назад позвонила, сказала, что болит живот. Потом уехала в больницу, потом ждала в больнице, потом позвонила, сказала, что я на работе был. Сказала, что меня везут на операцию, добирают на операцию. Позже позвоню. Вот, спустя 1,5 часа позвонили из госпиталя, типа, все, можете приезжать. О, блин, интересно, как проходит операция по аппендициту. Почему так быстро выписывают? Все позже расскажу, друзья. Все, едем за Полей. Ну, сказали парковаться прямо здесь, у входа. И заходить. Ой, ё-моё. Серьезно, похоже, сейчас выписывают. Ну, вот такая система здесь не держит после простых легких операций долго. Когда я пришел, сразу же врач или медсестра, пока я не понял, кто это, потом у Поли спрошу, кто эта женщина была, вызвала по телефону, по видеосвязи переводчика, объяснила, как, чего, какую там диету надо соблюдать, то, что в ближайшие там неделю-2 недели будет примерно такое состояние. Ну, короче, все стандартно. Странно, конечно, то, что в России, типа, тебя неделю наблюдают, а здесь не наблюдают. Ну, вот такие особенности. Но, конечно, клиника выглядит эпично. И вот Поля сейчас, ну, вы сами видели, как она на этой кушетке лежит. Там в нее подогреватель дует из трубы, на ней там какое-то фольгированное одеяло, ну, короче, выглядит прикольно, то есть, ну, против озноба, видимо, очевидно. А я сейчас в аптеке, выписали 3 лекарства. Позже подробно обо всем поговорим, пока просто наскоро делюсь тем, что происходит, но потому что еще не все понимаю, поэтому не все могу сказать, описать, рассказать. Включение продолжается. Пилюли на 27 баксов. Есть там какая-то наркотическая, поэтому надо было драйвер лайсенс приложить в тот же терминал, куда потом вставляешь карту. Прикольно. Интересненько. Just in case you puke. You don't puke in the car. Вау. Поля, маточку. Just in case. Они такие, все, операция пришла хорошо. А я такая, о, сори, я забыла об этом. А мне, короче, прикинь, снилось, что мы на Тахо. Как вот с ребятами ездили, что я типа там. И я так говорю, о, вау, а я видела мою друзей во сне. Они такие, гуд, просыпайся, ты в операционной. И я такой, поехали там. Как ощущения на второй день? На второй день побольнее, скажем так. Вчера я была в менее болевых синдромах. Сегодня прям больно. Ну так нормально. Дома можно кушать, можно жить, сидеть в Инстаграме, поэтому кайф. Ну что, давайте восстановим хронологию событий, как все было. Изначально вечером примерно в 7 часов я почувствовала такие неприятные ощущения в правой части живота. Я думала, что-нибудь не то съела. Болтала с Каролиной мамой, потом почувствовала себя хуже. Позвонила Коля, говорит, что-то мне вообще не очень. Он говорит, ну давай, езжай в больницу. Мы поехали в больницу с нашим соседом. И меня приняли достаточно быстро, несмотря на то, что яркой симптоматики аппендицита у меня, по сути, не было. У меня не было температуры, рвоты и супер острой боли. Ожидала в коридорчике приема я примерно, мне кажется, час, может быть, меньше. Боль начала усиливаться, и когда ты поступаешь в emergency, ты не сразу попадаешь к доктору. Изначально в приеме у тебя уже измеряют температуру, рост, вес, собирают минимальный анамнез, и в этот момент тебя как бы
распределяют по скорости очереди, да, если у тебя что-то уже такое более срочное, тебя отправляют, конечно же, быстрее. И аппендицит, и подозрение на него, я думаю, это быстрая очередь. Так вот, после того, как тебя уже приняли твои документы, их принимают вообще в секунды. Я вспоминаю госпитализации в России, в Севастополе, господи, сколько я там всего заполнила. Здесь нет. Карточка и права. Все, карточка страховая. В общем, когда тебя принимают, сразу же к тебе подходит медсестра и берет у тебя анализ крови. В моем случае это делалось долго, потому что у меня есть небольшие особенности с венами, но, боже мой, за каждый укол, за каждую манипуляцию медсестра как будто извиняется за то, что она тебе делает больно. И она говорит, действительно, I'm so sorry, мне очень жаль. В общем, делают анализ крови и просят здесь же сдать анализ мочи. Затем ты сидишь и ожидаешь, я не знаю, наверное, первого доктора, я его назвала так. Приходит доктор, обычно это терапевт, он тебя осматривает, спрашивает, как ты себя чувствуешь. Если нужен переводчик, на планшете его обязательно подкатывают, поэтому все просто. Я справилась сама, переводчик я не просила. Он меня осмотрел, сказал, мы подозреваем, что это аппендицит, нам нужно сделать дополнительные тесты. Затем меня перевели в зону более комфортного ожидания и уже ждали анализа крови и что подразумевалось под дополнительными тестами. В моем случае это было КТ или МРТ, я не очень разбираюсь, с контрастирующим веществом. И так как пока я ждала КТ, пришел анализ крови, и в нем были какие-то воспалительные процессы, мне уже дали обезболивающее. Насколько я знаю, мне вкололи морфин в формате капельницы и укрыли теплым пледиком, и я просто лежала, кайфовала, звонила всем и говорила, у меня скоро операция. Обезболивают хорошо, и это супер, потому что, насколько я знаю, в России не обезболивают, чтобы смотреть, насколько тебе плохо, лопнет или не лопнет аппендицит. Здесь сразу же, чтобы ты не мучился. Так вот, меня отвезли на КТ, сделали обычное КТ, затем с контрастирующим веществом. Ой, меня там вообще все, солнышко, зайчка, не бойся, не бойся. Я смеялась, что растянули как щенка, руки вверх, ноги вниз, все, чтобы было видно полностью брюшную полость. После этого меня отвезли обратно в мою зону ожидания. Почему я говорю отвезли? Потому что в Америке, если ты попадаешь в emergency, ты не можешь передвигаться на своих двоих. Обязательно тебя везде возят очень заботливо, на очень удобной каталочке в целях безопасности. Да ну и хорошо, я бы идти не смогла, мне кажется. В общем, после этого пришел результат моего анализа мочи, окончательный результат крови и дождались выписки с КТ. Затем ты ничего не знаешь, ты просто сидишь в комнате, где 4 таких же людей в удобном кресле и медбрат в моем случае, и вот ждешь врача. Затем ко мне пришел другой доктор, это уже была хирург, она со мной познакомилась, и здесь вариантов не было, только с переводчиком. Почему? Потому что это доктор, который уже принимает решение, что вы будете делать. Не просто приемный доктор, да, в отделении. В общем, мне сообщили, что у меня аппендицит в предострой стадии. У нас есть 2 пути решения проблемы. Либо мы делаем операцию прямо сейчас, здесь, в emergency, без госпитализации, либо мне выписывают антибиотики, и я ухожу домой. Я выбрала операцию, потому что смысл снимать воспаление антибиотиками, если оно может вернуться. Самое основное, что мне сказали, что я очень вовремя приехала, еще до острой стадии, до вообще критических моментов каких-то, и все пройдет максимально гладко. Затем мне сказал, окей, если ты согласна, мы делаем операцию. Я говорю, да, окей, все, без проблем. Я спросила, сколько это займет, мне сказали, утром будешь уже дома. Я очень удивилась, потому что уже было к 12, к 11 вечера. То есть как я могу быть утром дома, у меня же операция. Но об этом дальше. В общем, дальше ко мне пригласили анестезиолога, мы с ним тоже пообщались, он спросил, были ли у меня наркозы, стандартный анамнез, рассказал, что мы будем делать. Я уже не помню, какой у меня был наркоз, но это был общий наркоз, не местный. Это была не седация, это был наркоз в вену. Да. И после этого я просто стала ждать. Пить мне нельзя было, поэтому я просто сидела, болтала со всеми по телефону, потому что мне было не больно, я была в максимально комфортной обстановке. Примерно через, я думаю, час-полтора, где-то в 12, мне кажется, меня забрали на операцию. То есть как это выглядело? Просто пришла медсестра с огромной кроватью, выдала мне вещи, чтобы я переоделась, упаковали все мои вещи в отдельный такой удобный пакетик. И, в общем-то, сказали, все, ложись, едем в операционную. Я такая, окей. Ехали мы очень долго на этой кровати, то есть я лежу, меня везут. И реально мы приехали прямо к операционной, вот
И кровать такая интересная, что ты на ней лежишь, а под тобой все твои вещи. Я такая, ладно, все свое ношу с собой. В общем, мы приехали к операционной, подошла вся команда хирургов, и вот первая девушка-хирург, которую увидела я ранее, она меня познакомила со всеми. Затем подошла команда анестезиологов. Что я подразумеваю под командой? Хирургов было 4, анестезиологов 3. Как бы, мне кажется, для такого простого аппендицита это прям очень много. В общем, мы со всеми познакомились, они сказали, что они будут делать, и ввели меня прямо в коридоре, извиняюсь, в катетер, при медикацию, по-моему, это так называется, то есть какие-то препараты, которые готовят тебя к наркозу. И все, после этого меня уже завезли в операционную, стандартная операционная, все просто. Из особенностей, что я помню, я спросила, будут ли компрессионные чулки. Мне сказали, о, не переживай. И они мне такие ботиночки на ноги надели, как бы, которые сжимались воздухом и разжимались. Да, и то есть всю операцию, я прям помню, когда выходила из наркоза, я прям чувствовала, что они компрессию создают, то есть не сжимаются и разжимаются. Знаете, как у тонометра, только вот полностью от стопы до колена. В общем, это было вообще супер вау. Еще самое основное, что меня укрыли в момент введения наркозом нагретым, очень-очень теплым пледом, чтобы мне было тепло. Насколько я помню, в России в операционных безумно холодно, и ты, наоборот, замерзаешь. Здесь я уснула в максимальном комфорте и теплоте. И они меня еще, знаете, типа закутали, как вот детей кутают, пеленают примерно. В общем, все, дальше я ничего не помню. Следующее, что я помню, я просыпаюсь, рядом сидит безумно добрейшая женщина и кормит меня льдом. Как это было вкусно, вообще вау. Мы с ней начинаем болтать, почему-то мой английский был очень хорош после наркоза. Вот, они мне говорят, что скоро мой муж приедет за мной. Все, дальше я опять как бы проваливаю в себя, опять выхожу из наркоза и вижу Калюню, который заходит в послеоперационный блок вот так вот с телефончиком за доктором и все снимает. Собственно, так и родилось это видео. Как я себя чувствую сейчас и что мне прописали? В больнице мне сразу же выписали постельный режим и сказали, что мы сегодня же едем домой. Время было примерно 2 часа ночи, да, я плохо помню. Вот, постельный режим, и мы едем домой. Я спросила, почему я не остаюсь, потому что мы считаем, что дома ты восстановишься быстрее. Очень, кстати, это интересно. Выписали мне стандартный Тайленол, это сильное достаточно обезболивание, и оксикодон. Оксикодон — это тоже обезболивающее, но оно рецептурное, и его Калюне выдали в аптеке строго по количеству таблеточек, которые мне нужны вот в этих классических оранжевых баночках. Вот, собственно, все. Я спросила про диету, ничего. Дали брошюрку, в которой было подробно расписано, какая операция была проведена, что меня ждет, зачем нужно следить, при каких случаях нужно возвращаться в emergency. И полностью все данные. Я забыла сказать, что моя операция была проведена при помощи лапароскопии. То есть мне делали 3 прокола, меня не резали. И, о боже мой, это просто вау. У меня очень круто зажили проколы. То есть я знаю людей, у которых эти проколы там гноились, еще что-то. У меня такого вообще не было. Один, вот если не знать где он, даже не найдешь. В общем, все, меня отдали Калюне, но выводили меня из больницы тоже на каталке, и вез меня, по-моему, доктор, да, не ты. То есть близкому человеку нельзя тебя вывозить до порога. То есть вот тебя за порог вывозят, все, ты свободен. Почему так? Потому что на территории больницы они несут за тебя ответственность, не ты сам. В общем, все, помню, что сижу в машине, не помню, что я там рассказываю Коле, потом опять засыпаю и просыпаюсь уже дома. Восстанавливалась, я считаю, я достаточно быстро. Примерно 5 дней я просто спала в спальне, на диване, в спальне, на диване. Я спала все время и везде пила таблетки. И я не помню какого-то ограничения в режиме питания. Я, в принципе, спала и не ела. Мне кажется, я ела крекеры, я пила много воды, и я ела очень легкую еду. В памятке было написано, что самое главное, что нельзя нарушать свой привычный рацион питания. Ну, как бы мы питаемся хорошо, правильно, поэтому все было окей. Вот, и после 5-го дня я просто встала и начала ходить, и все было хорошо. Все. И основное, что у меня было, по-моему, на неделю у меня было написано в выписке, что у меня запрещено вождение из-за приема препаратов и из-за того, что, ну, как бы я перенесла операцию. Все, в целом все прошло супер, великолепное отношение и просто супер результат.
Как бы я не чувствую каких-то затянутых мышц, еще чего-то. Просто шикарно. Страховка, кстати, по медикалу все покрыла. И это был мой один из первых вопросов, когда я вышла из наркоза. Покроет ли все моя страховка? Они сказали да. Мне даже не приходил счет. И мне безумно интересно, сколько бы эта операция стоила. Я ставлю примерно $1000 на $7-10. Но чек мы не видели, поэтому не хочу быть голословной. Каковы ваши ставки? Сколько это может стоить в Америке? Мне, кстати, действительно интересно эти 3 момента. Во-первых, то, как быстро тебя отпустили. То есть я вспоминаю, ну, во-первых, конечно, как все у тебя происходило, это просто небо и земля по сравнению с тем, что я в Ижевске испытывал. Какая у меня была операция, какие там были немногословные, скажем так, врачи, и как я везде там ходил скрюченный, потому что, ну, у меня уже как бы больно было, я не мог распрямиться. И какая каталка? Я каталки там нигде не видел. Типа, пошли пешочком, вон, коридор. Да, холодно, я тоже помню, что очень холодно, действительно, когда я тебя тоже в одеяле увидел, в котором тебя вывезли из операционной, я такой, а такие бывают, что ли? Ну, то есть, ладно, Ижевск, я же в Москве делал операцию на нос, и я там проснулся от наркоза в послеоперационной комнате, да, и я там просил дать мне что-нибудь укрыть, они сказали, ну, короче, такие посмеялись, типа, скоро в палату отвезем. Я такой, ладно, окей. То есть я не знал, что может быть иначе. Потом я офигел, что у тебя такие проколы аккуратные. Я не знал, что так можно, потому что меня-то разрезали вообще стрёмно. Вот у меня стрёмный шрам, и у меня там задели какую-то штуку, я не знаю, нерв или мышцу или что. Но, короче, я чувствую, что у меня тянет в этой части немного. И плюс я удивлен, как быстро тебя выписали. То есть тебя выписали сразу. И ты ходить уже начала через несколько дней, а ты на работу вышла, по-моему, через неделю уже, да? Да, я уже за руль села через неделю. Потому что я, во-первых, в больнице после операции лежал 4, по-моему, дня. Потом я дома 2 недели отходил, ну, то есть я там не ходить не мог, ничего. И я смотрю на твое лечение здесь и такой думаю, так, то есть у них концепция лечения в таких не очень сложных случаях, это просто выписать тебе, по сути, обезболивающие и снотворные, чтобы организм не был в стрессе и чтобы ты спала целый день. И вот как в детстве говорят, типа, спи, надо больше поспать, когда приболел, да, типа там весь день поспи, постельный режим. То есть, может быть, реально, типа, постельный режим лечит лучше, чем всякие антибиотики и тому подобное, да, что ты просто 5 дней спала и... Все, сон лучшее лекарство. И у меня же не было даже назначено антибиотиков каких-то, то есть ничего. Сейчас еще вспомнила, что мне прописали на всякий случай слабительные, если будут какие-то проблемы, но я не помню никаких проблем. Да, я помню, что просто спала, ела, и все. И причем, вот как я очень переживала, потому что это же был февраль как раз, да, получается, этого года. Мы только приехали в Штаты, работать нужно 2. Как бы, и типа как, я просто слегла, ну я по сути не поработала неделю, может быть там чуть больше, но смысл в том, что Коля спокойно меня оставлял дома и ехал на работу, и я не нуждалась в какой-то помощи, я просто спала, ну до туалета я могла дойти, я не ковыляла, не было ничего такого, вообще супер. И в больнице, кстати, вот ты говоришь, что у тебя там, говоришь, скрючились и пошли, нет, у меня до туалета было, вот место, где я была, я не знаю, несколько метров, вот за угол повернуть. И они говорили, может вас отвезти? Я говорю, ну, типа, я в порядке, то есть все хорошо. Вот. Еще катетеры классные. То есть все прям шикарно было. То есть я ничего не чувствовала, ничего не замечала. Супер. Спасибо за просмотр и пока-пока.